Расскажи, пожалуйста, как сохранить татарскую культуру в большом городе? Но мне кажется, как раз-таки такие собрания очень этому способствуют, так как мы между собой разговариваем, пытаемся как-то между собой найти общие точки соприкосновения. Кто знает татарский, соответственно, учит другого татарскому. То есть так, в принципе, должно все сохраняться. Как песни поем на татарском. Я вообще считаю, что для этого нужно петь татарские песни. И все? И петь их вместе и очень много, и очень часто. И развивать таким образом татарскую самоидентичность. Нужно собираться, поддерживать вот это все движение, постоянно встречаться и масштабировать все это дело. Чтобы люди приходили, чтобы люди общались, чтобы они узнавали друг друга. Ульнас, привет. Расскажи, пожалуйста, нам, как сохранить татарскую культуру в большом городе. Салям. В первую очередь, конечно, нужно сохранить свой язык, и нужно разговаривать татарча. Татартилинде. Вот. Второе – это создавать семью с татарами одной национальности. Вот. Приучать своих детей культуре, традициям, языку татарскому. Конечно, сложно, найти татарина в таком большом городе, как Москва, но, как мне кажется, можно сначала найти в штабе татар, на татарских мероприятиях, на татарских концертах, вот. И еще можно знакомиться в университетах. В университетах есть татарские землячества во многих московских университетах. На Сабантуе. Вот скоро лето, скоро начнется Сабантуй, можно там найти. Еще можно найти на сайте знакомств Анаем. Это татарский сайт знакомств. Привет, Вадим, как дела? Привет, все хорошо. Тебе первый вопрос провокационный. Как сохранить татарскую культуру в большом городе? Ну вот как сейчас, держать связь и собираться. Я здесь сам второй раз всего лишь. Я на втором курсе медицинского университета, и у меня нет времени, но я нашел все-таки для этого сейчас время, чтобы прийти и поддержать культуру. А как ты считаешь, в семьях нужно ли поддерживать татарскую культуру? Я думаю, это от желания зависит. Сейчас молодое поколение вряд ли это делает, особенно язык. Я сам его знаю плохо, но в целом да. Морально правильный ответ – да. Вот у меня, на самом деле, папа с детства приучал разговаривать по-татарски. Если я начинала говорить с ним по-русски дома, он всегда чуть-чуть так тактично приостанавливал. Он делал вид, что он не понимает, что я говорю по-русски, и продолжал со мной говорить по-татарски. И я понимала то, что так, надо говорить по-татарски. Вот. Дания, привет, как дела? Все отлично. Скажи, пожалуйста, а как можно сохранить культуру в большом городе? Я думаю, что татарская культура сохраняется посредством того, что мы встречаемся здесь, в штабе татар, мы общаемся друг с другом на татарском языке, вспоминаем культуру, в принципе, песнями, какими-то танцами и, конечно же, это встречи. Нужно ли сохранять культуру в татарской семье? Думаю, что это очень важно. Я благодарна своим родителям, что они и своим бабушкам и дедушкам, что они привили мне это и сохранили это, и сейчас я являюсь продолжительницей и татарского рода, и культуры. Я думаю, что вот такие встречи очень для этого помогают, а я думаю, что нужно проводить какие-нибудь, возможно, литературные вечера, где будут разбирать классику, то есть Габдуллу Тукай, например. Я думаю, что именно литературный татарский язык, его знают гораздо меньше, чем именно разговорный, потому что на разговорном-то, я думаю, владеет большая часть людей, а именно вот такой литературный татарский, где есть более редко употребляемые слова, то есть какие-то специфичные, я думаю, что очень поможет для этого литературные какие-либо вечера. А как в твоей семье сохраняли культуру? Много как, но я думаю, что в основном на сохранение культуры влияет то, что я езжу в деревню, и вот вообще все мы часто ездим в деревню, и там практически все разговаривают по-татарски, вот, поэтому я думаю, что вот эта вот общность, вот этот вот каум, получается, он очень сильно на это влияет, то есть взаимодействие внутри татарской общины. Ну, наверное, один из способов – это такие неформальные встречи, во время которых ты в какой-то такой непринужденной атмосфере так или иначе ловишь кусочки языка, культуры, песен, и через это можно это все сохранить и развить, я даже сказала, и передать другим поколениям. А в твоей семье как-то сохраняли культуру?
Ну, в моей семье, да, потому что я жила в среде, в которой говорили, в принципе, на татарском языке, поэтому в целом, да, и песни все, которые звучат сегодня, я знаю с детства. А можешь назвать еще способы для сохранения культуры? Ну, как из таких способов, возможно, какие-то более официальные мероприятия, возможно, тот же самый диктант, который проводится сейчас, вот. Ну и, возможно, какие-то, возможно, уроки любви, культуры татарской в регионах, где это возможно. Нужно встречаться, во-первых, общаться, постоянно вот такие вот мероприятия проводить, куда-то ходить и как бы, постоянно проводить какие-то встречи молодежи. Вот, как вот сегодня Рустам Ямалиев рассказывал, тоже очень хорошую речь говорил. Нужно всегда поддерживать связь. И очень хорошо, что есть такой штаб татар, который вот позволяет сплотиться, общаться. Равиль, привет, как дела? Привет, а у меня отличные дела. А можешь рассказать нам, как сохранить татарскую культуру в большом городе? Собираться надо. Вот. Ну, у меня, поскольку родители, они как такие более современные, поэтому... ну, и поскольку я сам родился в Москве, у меня отец из Нижегородской области, мама вообще из Тулы, я, ну, к своему стыду, я татарский знаю очень плохо, только там слова определенные. Вот. Но по-хорошему, конечно, в первую очередь нужно своим детям прививать любовь к своему языку. Вот. То есть язык это как бы, по крайней мере, в рамках семьи точно надо общаться, ну, по моему мнению, надо общаться на татарском языке для того, чтобы все-таки язык это постоянная практика. Вот. То же самое, как с английским языком. Как бы, если ты не практикуешь, ты его и не выучишь никогда. То же самое и с татарским. Нужно стараться со своими детьми общаться. Вот. Но я, по крайней мере, я очень надеюсь, что я в будущем буду поступать именно так. Вот. Жену татарку вообще тут, ну, я вместе с этим пришел. Вот. Ну, 50 на 50. Вот. Потому что все-таки культурная идентичность, вот, она очень важна, и надо сохранять ее. Вот. Даже, ну, как бы в рамках нашей многонациональной страны и народа, вот, нужно все-таки стараться там, больше общаться и со своими тоже. У меня есть вообще много друзей прекрасных, русских, дагестанцы есть, чеченцы есть, вообще всех люблю, всех уважаю, вот. Но как бы все равно есть вот это желание, вот, действительно, вот, приобщиться. Вот, примерно так. А расскажи, пожалуйста, в твоей семье как сохраняли культуру? Может быть, какие-то были моменты в жизни? Возили. Меня в деревню летом возили. Вот. Деревня у нас классная, Анда называется. Вот. Ну, наверное, не знаю, смотря кто посмотрит, наверное, может кто-то тот меня узнает. Вот. Возили на лето в деревню. Там я, конечно, с бабушкой оставляли, с дедушкой, которая там уже, конечно, совсем другая атмосфера, чем в Москве. Поэтому, когда я, вот, например, приезжаю, ну, сейчас, конечно, я уже, ну, ввиду того, что у меня учеба, работа, сейчас намного, у меня нет столько времени, чтобы приезжать и длительное время там проводить. Но когда я приезжаю, я прям чувствую очень сильную разницу, потому что вот все-таки общение на национальном языке, есть какие-то свои традиции, там проводят сабантуй, например, тот же самый, когда там, вот, я вот сам принимал участие в сабантуе, я там даже что-то выигрывал, я помню, ну, не барана, к сожалению, вот, но на кушаках там я тоже боролся неплохо, вот, и вот подобные мероприятия, например.